Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Динара, и сегодня мы с вами поговорим об условных наклонениях. Условное наклонение, то есть это предложение, в котором говорится, рассказывается условие. В русском языке такие предложения начинаются на «если», а в казахском языке начинаются на «егер». То есть «если» это и есть «егер». Обратите внимание на формулу условного наклонения. «Егер», многоеточие, глагол плюс суффиксы «са», «се» и плюс окончание притяжательной формы. «М», если это «мен», «он», если это «сен», «ңыз», «ңыз», если это «сіз», и в третьем лице нет личных окончаний. Эти окончания являются окончаниями притяжательной формы. Ставим запятую, и дальше идет наше второе предложение. Второе предложение может начинаться на «онда». «Онда» означает «тогда», в таком случае. Но это слово можно опускать, можно говорить, можно и не говорить. Теперь попробуем применить вот эту формулу. Если ты будешь много читать, то будешь умным. Егер сен көп оқысаң, онда ақылды боласың. Егер, если, сен, ты, көп, много, оқысаң. Вот здесь это самый важный глагол. Глагол «оку» – это читать, убираем «у», у нас остается «ок». Но имейте в виду, корень глагола «оку» не «ок» будет, а «ок». И мы добавляем к корню глаголу суффикс либо «са», либо «се». Так как глагол твердый, мы добавляем «са». «Оқса», и здесь мы должны поставить окончание притяжательной формы. Мы говорим «ты», если ты будешь много читать, а значит окончание будет «ың». Егер сен көп кітап оқысаң, ставим запятую, онда, тогда в таком случае ақылды, то есть умный, умным, боласың, будешь. А теперь попробуем сказать, если вы будете много читать, то будете умным. Егер сіз көп оқысаңыз, после суффиксов «са», «се» следует притяжательная форма. Так как мы говорим «сіз», мы ставим «ңыз» твердую. Оқысаңыз, ақылды боласыз. И последнее. Если он, она будет много читать, то будет умным, умной. Егер ол көп оқыса, мы сказали, что в третьем лице нет личных окончаний, мы ничего не ставим, оставляем оқыса, онда ақылды болады. И второе предложение стоит, а в третьем лице ол ақылды болады. Здесь самое главное это глагол. То есть к глаголу нужно добавить суффиксы «са-се». Именно «са-се» показывает условие. После этих суффиксов мы должны добавить окончание притяжательной формы в зависимости, к кому мы ставим условие. Мне, тебе, вам, ему или ей. Только в третьем лице нет никаких окончаний, а во всех других лицах есть окончания. Если мы говорим «мен», то «мы», «сен», то «ың», «сіз», «ңыз», «ңыз», в третьем лице нет окончаний. Еще один важный момент. В казахском языке условное предложение может начинаться и без «егер». То есть слово «егер» мы можем опустить. И второе предложение может начинаться сразу с предложения. Можно опускать и слово «онда». Если все будет хорошо, то пойдем в кино. Бәрі жақсы болса, киноға барамыз. Я опустила и егер, и онда. Хотя должно было быть егер бәрі жақсы болса, онда киноға барамыз. Бәрі все, жақсы хорошо, болса будет. Мы не ставим никакие личные окончания. Почему? Потому что здесь имеется в виду все. Все это не относится ни к первому лицу, ни ко второму. Считаем, что это третье лицо. Поэтому ничего не добавляем. Бәрі жақсы болса, киноға барамын, киноға барамыз. И еще, если погода будет хорошей, то пойдем в парк. Ауа райы жақсы болса, саябаққа барамыз. Должно было быть егер, да, мы его опустили. Ауа райы погода, жақсы болса, если будет хорошей, саябаққа барамыз. Здесь также во втором предложении я опустила слово онда. Онда
саябаққа барамыз. Это не ошибка, это допустимо. Можно убирать эти слова, но вы не должны пугаться. Как я узнаю, что это условное наклонение? Вы будете смотреть на глагол. К глаголу добавляются суффиксы са, се, только после них добавляется окончание притяжательной формой. Хотелось бы сказать сразу об окончаниях множественного числа. Если это будет без, то есть мы, то имейте в виду, мы не добавляем окончание мызмыз, мы добавляем окончание к и к. Например, если мы будем хорошо учиться, то поедем в Америку. Егер біз жақсы оқысақ, Америкаға барамыз. Здесь все легко, только глагол здесь оқысақ. Оку, убираем у, корень ок, да, не ок, а ок, добавляем са, вот это вот са, это условное наклонение, и добавляем окончание к, оқысақ, потому что именно к показывает, что это мы. Если в первом лице, в единственном числе было мы, егер мен оқысам, а здесь уже біз оқысақ. Онда Америкаға барамыз, тогда поедем в Америку. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Барлықтарыңызға көп рахмет, кездескенше.